Это здание среднего общеобразовательного учреждения номер 71 Бубуджон-Гафуровского района. В этой школе учатся более 400 учеников. 29 апреля текущего года примерно в 15:30-16 часов школа стала целью обстрела кыргызских вооруженных сил. В это время дети были на занятиях и не знали, что по ним откроют огонь. Дети услышали выстрелы, сильно испугались и с помощью учителей покинули здание школы. В результате такого неожиданного нападения несколько учеников получили осколочные ранения и телесные повреждения. Очевидцы говорят, что ранили невинных детей. Первыми огонь открыли кыргызы по школьникам. Это неслыханная жестокость. Я директор среднего общеобразовательного учреждения номер 71 Джамата Учкалача Бубуджон-Гафуровского района. На нашу школу было нападение с территории Республики Кыргызстан. Военнослужащие Кыргызстана открыли огонь, и притом несколько классов находились в классе и экстренно были эвакуированы при помощи учителей и успевших в это время наших пограничников, и покинули территорию учреждения. Дети благополучно эвакуировались, но притом двое учеников получили легкие ранения. Мы даже не ожидали. Я сам лично, если 24 года если работаю, здесь с 2002 года, такого это у нас впервые, но нападение в школу, где учатся маленькие дети, уму непостижимо, потому что никогда я бы не подумал, что они будут стрелять вот с разных оружий по школе, и где разбиты стекла, двери, и пойдут на такое преступление. Посмотрев эти кадры после обстрела, сделайте выводы сами. Это какая жестокость? Разве у этих кыргызов с оружием в руках нет матери, детей, школ? Так выразила свое мнение техническая работница школы. Вечером 29 апреля неожиданно стреляли по школе. Мы испугались, выбежали во двор, помогали выйти детям, которые сильно испугались, и отправили их по домам. Мы не ожидали такого, и в мыслях не было, что наши соседи откроют по нам огонь. По рассказам старейшин, мы знаем, что когда сюда пришли кыргызы, они были совсем без ничего. Наши предки дали им землю, где жить, еду и одежду, помогли построить дома, жить по-людски. Они начали конфликт и хотели убить наших детей. Они пришли попросить дом на нашей земле, а не мы к ним. Сейчас наши дети находятся в шоковом состоянии. Они не хотят возвращаться в эту школу. Мы не знаем, как их вернуть в школу. Я, как женщина-таджичка, проклинаю такую жестокость. Кыргызская сторона постоянно публикует ложную информацию, как будто мы начали этот жестокий конфликт. Так как же школьники могут начать стрельбу? С каким оружием? Когда они сидят на уроках? Они же дети, не знают, что такое война и конфликт. Вопрос, откуда рождается такая ненависть кыргызов к таджикам? После обеда примерно в 15:30-16 часов началась стрельба. Жители соседнего государства, кыргызские солдаты, внезапно начали беспорядки. Несмотря ни на женщин, ни на детей, они начали обстрел. Бдительность нашего учительского коллектива помогла избежать жертв. Но это не говорит о том, что никто не получил повреждения. Дети получили психические травмы, хотя мы старались их успокоить. Это очень жестоко. Кыргызская сторона первой открыла огонь из огнестрельного оружия по мирным жителям Таджикистана. Факты угнетения и притеснения народа со стороны жителей и военнослужащих Кыргызстана – это уже не первый случай. И на этот раз приграничный конфликт был начат именно с их стороны.